Я думаю, мы можем сегодня начать. Здравствуйте, уважаемые друзья. Говорит и показывает Тувинское республиканское отделение КПРФ. Значит, сегодняшняя тема пресс-конференции для нас, она очевидная. Выборный сезон уже давно стартовал. Это выборы в Верховных Урал Республики Тыва, да, выборы по одному из округов. Сегодня я хочу представить вам моих коллег, моих товарищей, кто идет в эту выборную кампанию кандидатами. Безусловно, предоставлю слово Владимиру Васильевичу Спирину. Это наш кандидат, значит, по правому берегу Верховных Урал Республики Тыва. Значит, Ким Сергей Русланович, наш руководитель молодежки, наш корреспондент, который пойдет по, значит, одному из округов. Какой округ у тебя? Номер 9 учебный. Да, номер 9 учебный Урал, представитель города Кызыла, и Кулар Ладой Дамбай Артиневич, это тоже наш партийный активист, заведующий организационно-партийным отделом, тоже пойдет на выборы в городской Урал, представитель города Кызыла. Также вкратце, уважаемые друзья, я расскажу вам о программе КПРФ, с чем она идет на выборы в городской Урал представителей. Она поделена у нас, значит, на 8 основных пунктов. И здесь мы рассматриваем основные вопросы. Это мы говорим о бюджете, это очень важно. Мы говорим о поддержке и развитии промышленности на территории города Кызыла. ЖКХ, жилье молодым, транспорт, дороги и об образовании. Как вы можете видеть, мы выступаем в поддержку Павла Николаевича Грудинина, против того беспредела и рейдерского захвата совхоза имени Ленина, который есть у нас в Подмосковье. Мы выражаем ему солидарность. Также хочу передать большое спасибо всем нашим активистам, коммунистам, кто из своих пенсий, своих заработных плат делал перечисления на фонд совхоза имени Ленина для того, чтобы поддержать нашего уважаемого бывшего кандидата в президенты Павла Николаевича Грудинина. А теперь хочу передать слово нашему кандидату в депутаты Верховного Урала Спирину Владимиру Васильевичу. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Спирин Владимир Васильевич, являюсь членом Коммунистической партии в начале Советского Союза с 1986 года, а в данный момент я член Коммунистической партии Российской Федерации. Тувинское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации выдвинуло мою кандидатуру на довыборы в депутаты Верховного Урала Республики Тува. Я, как член Коммунистической партии, согласился с этим выдвижением и принял решение принять участие в выборах. Я иду на выборы осознанно и намерен, и надеюсь, что я одержу победу на своем избирательном округе, так как победа бывает всего у одного человека, второго места на выборах не бывает. Как сказать, серебряной медали нету. В случае моего избрания депутатом Верховного Урала Республики Тува я приложу все свои силы для того, чтобы работать на благо наших избирателей, нашей республики. Лучше 30 лет прожить орлом, чем 300 лет вороной. Спасибо за внимание. Очень интересно, да, вы даже поаплодируйте, да, я неожиданный ход. Владимир Васильевич молодец. Здравствуйте, уважаемые товарищи, уважаемые присутствующие. Да, я являюсь кандидатом в городской Урал представителей города Кызыла, параллельно являюсь кандидатом в ПГТ Кахем. В городском Урале представителей кандидатом по территориальному округу номер 9 учебный, по ПГТ Кахем номер 15 школьный. Расскажу немножко о себе. Являюсь молодым товарищем для моих коллег. Товарищ Ким. Да, у меня такой слонг, товарищ Ким, так как у меня зовут Ким Сергей Русланович. Также являюсь первым секретарем молодежки нашей партии, то есть не нашей партии, Ленинского комсомола. Вот. Также являюсь корреспондентом канала Республика. Много мы выезжали по разным точкам в нашем городе, снимали разные эфиры, проблемы освещали, также они решались параллельно. Соответственно, расскажу о деятельности, допустим, если я стану депутатом, если стану, у нас есть программа, по которой мы выдвигаемся, и, соответственно, мы будем ею, как бы сказать, прислоняться обязательно, и, соответственно, чтобы люди сразу видели и понимали, что мы от программы своей не отклоняемся, потому что так как ведь это наше доверие, наши голоса, люди, когда голосуют за нас, значит, они нас верят. Вот сейчас у нас закончится пресс-конференция, друзья, а мы нашим молодым активам поедем к нашим детям войны. Мы подготовили для них продовольственные наборы в количестве 20 штук. И каждый, вот у нас Елена Добавина в зале сидит, тоже она у нас кандидат по ГТК Ахем. Мы вместе поедем помогать нашим ветеранам. Это не какой-то пиар, как кто-то скажет, да, или предвыборные ходы. Мы постоянно это делаем. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу слово предоставить Кулар Ладой Дамбай Артиневичу. Это наш заведующий организационно-партийным отделом.
Проходя две выборных кампании, я заметил, что население нашу партию очень поддерживает. Это очень отрадно. Если нас поддержат, мы будем работать из всех своих возможностей, исходя на все 200% ради каждого человека, каждого жителя нашего города. И мы всегда открыты. Каждый, у кого есть вопросы, могут подойти в наше здание, вот Бухтоева 14, подойти к нам, и мы со всеми открыто будем разговаривать, по возможности решать все проблемы, которые нам посильны. И поэтому просто прошу, чтобы поддержали наших кандидатов, в том числе и меня, и Верховный Хурал, и в другие хуралы представителей районных представительных органов, и Верховный Хурал, который идет наш кандидат. Какова позиция Тувинского райкома партии? Мы прекрасно понимаем и осознаем, что последнее нововведение в избирательное законодательство, а мы видели всю эту клоунаду и цирк по поводу, значит, народного так называемого голосования по изменениям в Конституцию, мы неоднократно и в Туве, в том числе и в наших СМИ, и в Красной Туве в газете говорили, все это носит характер ширмы, все эти поправки уже имеются в федеральных законах, все эти поправки уже имеются в определенных конституционных актах, все это уже есть. Какой может быть сейчас контроль? 3 дня. 11 12 они на лошадях или где угодно берут свои эти вот корзинки, да, для голосования урны, скачут везде, ставят эти машины с палатками, иди и голосуй, кто хочешь, там, росписи, как это проверить? Я уверен, что сейчас в Туве у нас на досрочное голосование 40-50% точно будет, они сделают так. А потом остается единственный день голосования, 13 сентября, приходите на избирательные участки. Поэтому, уважаемые друзья, первое. Не дайте себя обмануть, это самое главное. Я обращаюсь к народу Тувы, к тем нашим землякам, особенно в городе Кызыле, и по республике в целом. Кто еще не утратил это, вот, понимаете, сознание свое, честь, совесть, достоинство. Нельзя чтобы ваш голос купили. Кто-то продается за бутылку водки. Но это ж позор. Идите все голосовать 13 сентября. Ни в какой досрочке не участвуйте. Потому что многие говорят, а смысл идти на выборы? Надо биться до конца. Неважно. В Туве все родственники, все друг друга знают, все мы видим, как мы живем. Где-то, да, есть достижения, есть где-то какие-то прорывные моменты. Но мы берем не единичные случаи, а мы берем все население в целом, в обществе. Неоднократно я слышал нападки на Компартию, на КПСС в частности. Но давайте задумаемся, благодаря чему правильному, грамотному руководству Тува стала, во-первых, независимой республикой. Потом она сошла в Советский Союз. Кто все это строил? Сотни километров дорог, крупнейшие предприятия, сотни образованных специалистов, инженеров, ученых и так далее, тувинцев. Развитие национального языка достигло своего пика при Советском Союзе и так далее. И даже не помешало, что в свое время на кириллицу перевели тувинский язык. Это никак не помешало. Все развивалось, все строилось. О чем вы говорите? Был контроль народных денег. 70 чем-то совхозов было. Сейчас остался один, и то, наверное, ладом дышит. Все позакрывали, все поуничтожили. У нас интернациональная команда. У нас есть и тувинцы, и русские, и украинцы, евреи, азербайджанцы, татары. У нас есть все. Все те, кто живет в многонациональной Туве. Мы за дружбу народов, за уважение традиций языка, культуры, сбережение тувинского народа как такового, развитие его. Никто же не против этого. Поэтому мы даем бой, во-первых, тем силам, кто постоянно пытается население ввести в заблуждение. Вот пример вам. Коммунисты России. Что это такое? Вот они сейчас регистрируются на выборы в Верховный Хурал. Мы знаем, кто у них пойдет. Мы знаем, кто им помогает. Им помогают зарегистрироваться. Для того, чтобы отнять голоса у нас, у КПРФ, у наших кандидатов, у наших товарищей. Потому что аббревиатура та же практически, логотип тот же. Коммунистическая партия коммунисты России. Наши ветераны приходят в бюллетень. Вот выборы Верховный Хурал. Они 2 с чем-то процента набрали. Поэтому не дайте себя обмануть. Коммунисты России — это партия обманка. Это проект Кремля. Казачья партия Российской Федерации. Никакого пиара здесь нет. Просто КПРФ. Все делается для того, политтехнологически, чтобы у нас вас ввести в заблуждение. Не поддавайтесь на это, разговаривайте с близкими, с родственниками. Никоим образом. КПРФ — это единственная партия, кто от выборов до выборов постоянно работает. Постоянно. Конкретными делами доказывает. Поэтому я благодарен вам, что вы пришли. Я думаю, что на этом официальную свою такую речь я закончу. Я считаю, что в Туве у нас должно быть представлено, не должно быть монополии Единой России, вы поймите. Это нарушает все здравые смыслы. Но нет такой поддержки у Единой России, как она это говорит.
но не поддерживают ее 95-90%, как они говорят. Это глупости все. Реальная поддержка электоральная, если они к 50% подойдут, это уже надо хлопать в ладоши. Мы с большим уважением относимся к Сергею Кужегетовичу Шойгу, министру обороны, к нашему земляку. Действительно, гордость Тувы, мы это понимаем, он очень много делает для республики. Но в то же время мы понимаем, что Единая Россия, как партия, которая не имеет абсолютно никакого авторитета в стране, мы не верим, что она может иметь авторитет за 90% в Туве. Кто бы как что ни говорил. Я не говорю персонально, я говорю о партии в целом. Поэтому, когда нам говорят, хватит вам болтать, давайте делать, так мы делаем. Мы не присосаны к бюджету. Мы тоже можем развивать свои программы. Только в том случае, когда нас будет большинство. А когда мы не у власти, о чем можно говорить? Поэтому мы локально делаем какие-то проекты. Дети войны, развиваем спортивный клуб, помогаем ветеранам там, и так далее. Вот я могу сказать, что пандемия коронавируса, которая была, уважаемые товарищи, мы просто смотрели социальные сети, и я смотрел, кто какая партия помогает. Ну, конечно, Единая Россия будет на свои деньги закупать продукты и в пакетах Единая Россия везде раздавать. У них бюджет, у них есть поступление денег, мы знаем откуда. Конечно, они это все пиарят, фотаются в куртках, вот мы помогли людям. А у нас кто? Вот мы КПРФ. У нас есть небольшой наш бюджет. У нас есть взносы Компартии, ваши взносы членские. Мы берем, скидываемся. Вот у меня коллеги, вот Ладой, работник аппарата Сергей, Ким Сергей Русланович, они заплатили по 30% своей заработной платы. И как Грудинину помогли, и в то же время помогли продуктовыми наборами. Мы около 40 выездов сделали, даже больше. Помогали абсолютно людям, которых даже мы не знаем. И мы нигде не давали продукты в пакетах КПРФ. Мы так не делали. Мы просто в магазин, не буду рекламу давать, приезжали, закупались, и в обычных продуктах приезжали, говорили, там, мы такие-то, дай вам Бог здоровья, держитесь, вот наш телефон. У нас заявка была на наш интернет-канал, около 50, наверное, заявок было. А помогите моему дедушке, помогите моей тете, моей бабушке многодетные. И я все время, да, Ладой, мы на созвоне, Ладой нужны деньги, Ладой нужно туда. Поэтому в этом плане мы реально отработали. И самое обидное, и не то чтобы обидно, вы должны понимать, сейчас 21 век, очень активно развиваются интернет-технологии, в том числе социальные сети. Кто-то напишет какую-то глупость и начинают все читать. Вот, типа, одна Единая Россия помогала, но это же не так. Мы еще как помогали. По другим партиям я не знаю, говорить не буду, там, может, разовую помощь кто-то оказал. Но мы это делали постоянно, мы даже сейчас поедем. Что включается в нашу программу на выборы в городской хурал? Безусловно, мы за прямые выборы мэра. Это ключевая наша позиция. Ключевая. Мэра должен избирать народ. А не просто внесли на сессию, утвердить, проголосовать и так далее. Так не должно быть. Это должны быть прямые конкурентные выборы. Это основа нашей программы. Если же говорить по деньгам, мы всегда выступали за то, чтобы доля собираемых налогов оставалась в муниципалитетах. Это вообще проблема всей нашей страны. Когда огромная часть денег уходит в центр, а центр уже распределяет кому сколько. Безусловно, мы за контроль за расходованием денег, касаемых ремонтных работ, заключения подрядных контрактных организаций. У нас в Туве каждое наводнение, каждое, что происходит, постоянно мосты смывает. Позатом году их сделали, раз все смыло. А миллионные деньги уже оприходованы. А где контроль? Кто-то сел, никто не сел. Будет опять новый тендер, кто-то опять заявится, построить не пойми что. И потом опять какое-то наводнение, опять его сметет. Народного контроля нет. В последнее время, если честно говорить, дороги в Кызыле, я как депутат вам говорю, целая программа есть, бюджет Кызыла не резиновый. И мы целые там миллионы рублей все-таки на строительство дорожное мы ведем и делаем, и принимаем, и голосуем за это. Но денег, конечно, в Кызыле недостаточно, безусловно. Поэтому здесь надо думать. Не все и не сразу. Вот нам писали жители, говорят, вот Бухтуева 3, там надо яму засыпать, дорогу. Главе республики в чате я это читал. Ну, конечно, на 22 год это в системе это стоит. Мы это заложили в бюджете на 22 год. Сразу невозможно сделать все за эти деньги. Что касается инфраструктуры. Вы видите, что в Кызыле у нас большая рождаемость в целом по республике, недостаточно детских садиков. И мы видим, что сейчас где-то строятся новые детские сады, вводятся в эксплуатацию, это очень хорошо. Где-то делаются пристройки. Но даже эти меры, предпринимаемые властью города, тоже недостаточны, поскольку очередь она огромна. Тут мне как депутату постоянно обращаются, помоги устроить в садик, помогите там место, а мы там 785, а мы 5350. Здесь уже комплексный подход. И у нас тоже есть предложение. Строить такие функциональные мобильные детские сады. Бюджетные версии есть, которые можно очень качественно и недорого построить. Для этого нужно выделить только земельные участки. С этим мы тоже пойдем. Теперь по образованию. По образованию лично мы считаем, что
Нужно компенсацию не только путинские получать, но и местные, до 1,5 лет. Допустим, мы предлагаем установить выплату компенсации родителям, детям старше 1,5 лет, не получавших путевки в детский сад. Стоишь в очереди, получай компенсацию, хоть что-то у тебя было, чтобы ты мог как-то с ребенком куда-то пойти. Потом, значит, мы выступаем за то, чтобы все образовательные учреждения, особенно школы, обеспечить 100% бесплатными учебниками. Не должны родители платить за образование своего ребенка. То есть у нас в Конституции декларируется бесплатное образование, а по факту получается, что МСДА школу устанавливает практически для всех семей, для всех родителей. Это неправильно. Ну и безусловно по капитальному строительству, недавно мы делали сюжет, мы видим, что с управляющими компаниями надо иметь больше спрос, с ними надо активнее работать и привлекать их к определенной ответственности за невыполнение того или иного, не знаю, там, отремонтировано дома, не отремонтировали, да, там буквально что-то покрасили и бросили. Такого тоже не должно быть. Мы знаем, что возле Кызыла будет строиться промышленная территория, где будет дана свобода бизнесу в его предпринимательской деятельности. Проект рассчитан до 2024 года, если мне память не изменяет. В этом случае мы тоже предлагаем свои народные хозяйства, предлагаем вместе с людьми, у кого есть инвестиции и возможности, чтобы государство предоставляло земли, возможности подключить центральному электроснабжению, водоснабжению. Мы за развитие народных хозяйств на территории Республики Тыва. Надо возвращать славу сельхозтруженика, не просто иметь 2-3 частных, да, каких-то фермерских хозяйства, которые дают определенный процент, но нам надо иметь именно народные, государственные, народные хозяйства по образцу с Павлом Николаевичем Грудининым. Хоть многие говорят в жизни, что КПРФ это не партия большинства, это Единая Россия, это не так. За нами народ, за нами тысячи, сотни тысяч, миллионы людей. И все, что мы делаем, и наша вот эта программа, мы ее досконально изучили, мы ее просмотрели, мы ее сбалансировали. Поэтому, уважаемые телезрители, друзья, 13 сентября не сидим дома. Значит, на досрочку не ходите. По возможности постарайтесь прийти на выборы и проголосовать за вашего кандидата, кто вам интересен. Вот. Я считаю, что оппозиция имеет право на свое слово, на свое мнение. Вот. И надеемся, что вы нас поддержите. Спасибо, что вы были с нами. Не болейте, всем здоровья. КПРФ всегда с народом. Победа будет за нами, мы победим. До свидания.